Нижегородское радио готовится отмечать 90-летний юбилей. ГТРК Нижний Новгород бережно хранит традиции радиовещания и память о тех, кто стоял у истоков. В их числе наш земляк, выдающийся композитор, музыкант, народный артист СССР, почетный гражданин Нижнего Новгорода Александр Касьянов. О первопроходце в мире радиоконцертов историю по архивным записям расскажет Анна Гагарина. Ну что такое для меня музыка? Да то же самое, что это один из атрибутов природы, среди которых я живу. То же самое, что горы, леса, море, Волга, воздух, наконец. Александр Касьянов музыку не просто любил, он жил ею. Композитор, дирижер, директор Нижегородского музыкального техникума. В мае 22 года впервые в истории отечественного радио из Нижегородской радиолаборатории музыкальный концерт прозвучал для слушателей всей страны. Создал и провел его Александр Касьянов. Радиоконцерт проводился впервые. Ни сам Касьянов, ни участники проекта не знали, слышит ли их хоть кто-нибудь где-нибудь. Однако через 2 дня руководитель радиолаборатории принес сотни телеграмм с благодарностями от радиослушателей из разных городов страны за музыку в эфире. Тогда из приемников горьковчане услышали не просто истории или новости, а стали свидетелями целого концерта. Александр Касьянов не только выбрал произведение и пригласил исполнителей, но и сам принял участие, аккомпанировал на рояле. Позже, больше 10 лет он работал на Нижегородском радио. Вот на этих вот блинах, на магнитной ленте со скоростью 38 сантиметров в секунду, 6 фрагментами по 26 минут каждый записана опера Касьянова «Фома Гордеев» и передача о нем. Одна из них, программа, которую подготовил другой известный нижегородский композитор Анатолий Сергеевич Бурдов, называется «Слово о композиторе Касьянове». Он мог, не замечая времени, работать за роялем, с певцом, добиваясь нужной интонации, нюанса. Мне и моим коллегам по театру неоднократно приходилось выступать с исполнением вокальной музыки Александра Александровича и в Москве, и в Ленинграде, и в многих других городах. И я могу засвидетельствовать, как говорится, с чистой совестью, что музыка Касьянова всегда находила благодарных слушателей, сумевших оценить ее самобытность, ее подлинно русскую основу, глубокое непоказное чувство. Сейчас эти драгоценные пленки, на которых записан голос самого композитора, а также его концерты, бережно хранятся в архивах ГТРК Нижний Новгород. А для любознательных слушателей познакомиться с произведениями Александра Касьянова можно в эфире радиопрограмм «Проводного радио» на частоте 67 и 94 и в интернет-музее истории Нижегородского Горьковского радио и телевидения. Анна Гагарина, Сергей Тараканов, Евгений Фахруддинов. Вести Приволжья.